В эфире телеканала АТР мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Плюс 380 73 419 41 58. Наш номер телефона. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Или же можете звонить по скайпу к нам также в эфир. atr.tv – это наш адрес. Ну а мы пока начнем обсуждать основные новости. Менее чем за 2 недели до президентских выборов в США Дональд Трамп и Джо Байден приняли участие во вторых по счету дебатах, которые впервые в истории стали финальными. Обычно конкуренты встречаются в 3 дискуссионных раундах, но на этот раз еще один раунд был отменен из-за заболевания президента США. Кандидат президента США Демократической партии Джозеф Байден победил в финальном раунде дебатов с президентом США. Об этом свидетельствует опрос CNN, который они сделали накануне. Согласно опросу избирателей, 53% респондентов отдали победу в предвыборных дебатах Джо Байдену, а 39% заявили, что победил Дональд Трамп. По мнению большинства зрителей, критика Байдена в адрес Трампа была в основном справедливой. При этом американцы разделились во мнениях о том, были ли нападки Трампа на Байдена обоснованными. С нами сейчас на прямой связи Петр Залмаев, журналист. Он нас слышит. Селям алейкум, здравствуйте. Салам алейкум, добрый день, друзья. Добрый день, да. Добрый вечер уже, у вас добрый день. Скажите, вот вы смотрели дебаты кандидатов в президенты. Вот что скажете, понравилось ли вам, что важного для себя вы почерпнули? Ну, во-первых, да, нужно сказать, что благодаря мудрому решению организаторов выключать микрофон с тем, чтобы не перебивали по окончанию своего сегмента кандидаты, дебаты получились намного более содержательными. Не забывайте, что при первых дебатах, которые назвали самыми грязными в истории Америки, Дональд Трамп победил своего оппонента Джо Байдена 180 раз. Поэтому понятно, что вот прикусив языки свои, эмоции, дебатеры реально смогли поговорить о тех темах, которые волнуют американцев. В первую очередь, конечно, был COVID-19. Также говорили о иммиграции, нелегальных иммигрантах. Говорили об экономике, как ее поднимать в условиях пандемии, о сложных межрасовых отношениях Америки. И самое интересное, что прозвучала Украина. И, наверное, в первый раз прозвучала Украина из уст Дональда Трампа не исключительно в негативном ключе. В частности, Дональд Трамп заявил о том, что именно благодаря Обаме Россия почувствовала себя безнаказанной и тем самым аннексировала территорию Украины. Это было очень серьезное обвинение в адрес Джо Байдена. Он его парировал достаточно, мне кажется, правильно, намекнул на том, что, ну, камон, ребята, он, по признанию всех, наверное, его коллег, все делал согласно букве закона, и все на самом деле было правильно и хорошо. И указал Дональду Трампу на то, что по непонятным причинам он до сих пор отказывается по имени осудить своего коллегу Владимира Путина, в том числе и по вопросу аннексии украинских территорий. Скажите, а вот насколько сегодня вот эти дебаты влияют на электоральное настроение американцев? Повлияют ли вообще они на результаты выборов? Это очень хороший вопрос, действительно, потому что не забывайте, что уже 47 миллионов американцев проголосовало либо по почте, либо воспользовавшись процедурой раннего голосования. Поэтому изрядная доля уже приняла свое решение. Но во многих, в том числе ключевых штатах, еще вовсю идет голосование раннее, и мы ожидаем, что, конечно же, основная доля будет голосовать все-таки 3 ноября. Поэтому изрядная доля борьбы сейчас именно за избирателей в отдельно взятых штатах. Мы говорим сейчас в первую очередь о Пенсильвании, это родной штат Джо Байдена, штат Мичиган, штат Флорида. Мичиган и Флорида, и Пенсильвания, все эти штаты были выиграны Дональдом Трампом в 2016 году. Он не может себе позволить их потерять. Поэтому мы услышали много о нефтяной промышленности, о том, что якобы Джо Байден пытается ограничить нефтяников, свернуть субсидии нефтяникам. А это играет как раз на электорат штата Пенсильвания, нефтедобывающий штат, и других штатов.
Поэтому мы увидели со стороны Трампа вот такую вот отчаянную попытку все-таки отыграть этих голосов. Но я боюсь, что ему это, скорее всего, не удастся, потому что разрыв между кандидатами настолько велик, 10-12%, то тот факт, что Джо Байден просто-напросто не упал в грязь лицом, стоял, твердо говорил, владел фактами, это уже для него тактическая победа, потому что со стороны Дональда Трампа, несмотря на то, что он был энергичен, он реально победил коронавирус и выглядит здоровым, он не показал того прорыва, который ему был как воздух нужен. Допускаете ли вы такой вариант, что Дональд Трамп не согласится с результатами выборов и сочтет их сфальсифицированными и попытается их оспорить, как, впрочем, он и говорил, помните, в первых дебатах? Это, что называется в Америке, $1 million question. Это вопрос на $1 миллион. Им задает сейчас, наверное, 90% американского политикума, говорящих голов, пишущих рук. Этот сценарий. Сценарий, который, как многие противники Трампа, либералы, демократы считают возможным, если невероятным, в случае, если разница уже по подсчету голосов будет близка между кандидатами, и она будет близка в этих ключевых штатах. Это позволит Дональду Трампу, как это было в 2020 году, вы помните, в грызне между Ал Гором и Джорджем Бушем-младшим, когда подсчитывали эти голоса, проверяли подписи и так далее. И потом Верховный суд вступил и приказал перестать переподсчитывать голоса в одном из графств Флорида и тем самым отдал победу Джорджу Бушу, несмотря на то, что он в целом по Америке проиграл 500 тысяч голосов Ал Гору. Демократы боятся, что Дональд Трамп и в этом случае будет пытаться подвести к такому сценарию, чтобы результаты были подвергнуты сомнениям в судах на уровне штата, на федеральном уровне и вплоть до Верховного суда, где у республиканцев большинство союзников, 6 из 9 членов Верховного суда, это консерваторы. И Дональд Трамп спит и видит, что в таком случае консервативное большинство также отдаст победу ему. Поэтому этот сценарий не из разряда невероятных. Как вы думаете, изменится ли что-то для нас, для Украины, в случае победы того или иного кандидата в президенты Соединенных Штатов? Сложный вопрос. Я думаю, что при Джо Байдене мы увидим продолжение той политики, которую мы видели со стороны Обамы. Я думаю, что мы будем говорить о укреплении Североатлантического альянса, США и членов НАТО. Возможно, у Украины улучшатся перспективы все-таки присоединиться к НАТО или, по крайней мере, приблизиться к этой цели на пару шагов. Хотя, конечно же, процесс это сложный и не зависит всего лишь от одного американского президента. Что касается Дональда Трампа, я не думаю, что будет сворачивание экономической помощи Украины, потому что все-таки и республиканцы, и демократы в Конгрессе настроены за Украину и категорически против каких-либо поползновений России, против аннексии России, Украины и так далее. Но очень болезненный момент это расползание Западного альянса, продолжающееся расползание НАТО, деморализация членов НАТО, которые смотрят на Вашингтон, не понимают, что происходит, не понимают риторику Трампа и уже сейчас задумались о вырабатывании своих каких-либо механизмов безопасности в обход НАТО. И это очень-очень опасная глобальная тенденция, поэтому она так или иначе будет касаться Украины и будет касаться Украины достаточно негативно. Какой ваш прогноз? Мой прогноз, что все-таки Джо Байден, но я как вторя вашему вопросу, я бы сказал так, что Джо Байден, скорее всего, выиграет выборы, но не факт, что при этом, не стопроцентный факт, что при этом станет президентом. Вот в этом, наверное, жестокая ирония нашей американской жизни сейчас. Спасибо большое. Чох сағыл нас. Петр Залмаев, журналист, был с нами на прямой связи. Да, спасибо, дуже дякую. Но мы тоже, кстати, выбрали основные тезисы и месседжи, которые озвучивали кандидаты в президенты Соединенных Штатов. Давайте начнем с действующего президента США Дональда Трампа. Послушаем, что он конкретно говорил. Нікого не було жорсткішого, ніж я стосовно Росії, починаючи з санкцій.
Коли він постачав до України подушки та ковдри, я продавав Україні протитанкову зброю. Тому немає нікого жорсткішого стосовно Росії, ніж Дональд Трамп. Я ніколи не отримував жодні гроші від Росії. Я не отримую кошти з Росії. Він отримав $3,5 мільйони від Росії, і, зокрема, від дружини колишнього мера Москви. І це пройшло через Путіна, оскільки він був дуже дружнім з колишнім мером Москви. США наклали мито на товари з Китаю, отримавши до $28 мільярдів виручки. Особисті відносини з президентом Росії Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Іном прекрасні, завдяки чому вдалося уникнути ядерної війни і конфлікту на Корейському півострові. Ніхто не зробив для темношкірого населення США більше, ніж я. Можливо, тільки Авраам Лінкольн. Університети, в яких навчаються переважно афроамериканці, отримали фінансування. Я расист найменшою мірою з присутніх тут. Ну а вот что говорил кандидату Демократической партии Джо Байден. Я чітко дав зрозуміти, що будь-яка країна, неважливо яка саме, якщо вона втрутиться в американські вибори, заплатить ціну. Вони заплатять ціну, якщо мене оберуть. Вони втручаються в американський суверенітет, і наскільки мені відомо, я не думаю, що президент Дональд Трамп щось сказав про це Путіну. Я не думаю, що він багато говорить з ним. Я не думаю, що він сказав і слово. Я не знаю, чому він не сказав і слова Путіну про це. Його друг Руді Джуліані – це ж немов російський заручник. Йому надавали інформацію, яка не є правдою. Він легітимізував КНДР. Він називає своїм добрим товаришем вбивцю головоріза. У підсумку вони отримали ракети, здатні досягнути території США простіше, ніж будь-коли. Перед Другою світовою війною з Гітлером теж були хороші відносини. Необхідно забезпечити контроль над КНДР, щоб Пхеньян не зміг нашкодити США. А зустріч з Кім Чен Іном можлива тільки за умови скорочення Північною Кореєю свого ракетного арсеналу. Расизм в США існує на інституційному рівні. Необхідно провести тюремну реформу і лібералізувати покарання, пов'язані з обігом наркотиків. Людей, затриманих з кокаїном, треба лікувати, а не відправляти в тюрми. Юрій Смілянський з нами зараз на прямій связі, експерт з питань тимчасово окупованих територій. Пане Юрію, вітаю вас. Витаю. Ну, по Америке буквально один вопрос, а по выборам в США. Вот как вы считаете, изменится ли что-то для нас, для Украины, в зависимости от того, кто станет президентом следующим Соединенных Штатов? Любая смена власти что-то меняет в отношениях. Единственное, что останется, я так думаю, стабильным, это та поддержка, которую Соединенные Штаты оказывают Украине в рамках той войны, которую Украина ведет против российских оккупантов. Вот у нас бытует такое мнение, что если президентом США станет Джо Байден, то поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки в Украине будет оказана в гораздо большей степени, а вот возможное санкционное давление против Российской Федерации, более жесткая позиция США против России также будет увеличена. Вот что вы думаете по этому поводу? А в России как раз наоборот, все больше и больше появляется материалов о том, что Россия хотела бы, чтобы новым президентом стал Байден, с которым в некотором смысле России будет проще вести дела, потому что Трамп непредсказуем, и все надежды 2016 года на несистемного Трампа, который может стать другом России, ну, вернее, да, откроет новую эру там, в взаимоотношениях с Россией, не были реализованы. Как раз наоборот, давайте вспомним санкции по Северному потоку-2, вспомним жесткие действия Соединенных Штатов по выходу из практически всех договоров по вооружениям, то есть которые поставили Россию в очень и очень сложную ситуацию. И сегодня они как бы считают, что, ну, по крайней мере, таких разговоров очень много в России идет о том, что лучше уж Байден, он системный, с ним проще разговаривать.
Ну вот относительно Северного потока-2, как вам известно, недавно Соединенные Штаты еще больше расширили санкции в отношении компаний, которые могут быть причастны к строительству Северный поток. Вот ваше экспертное мнение, Северный поток, как вы думаете, он уже не будет достроен? Или все-таки «Газпром» попытается обойти санкции, каким-то образом проложить там трубы, если не ошибаюсь, там буквально 186 километров осталось? Очень неблагодарное гадание, да, там достроить, не достроить, потому что точно такое гадание некоторое время назад проводилось по поводу ниток газопровода в Черном море в Турцию. Ну, часть достроили, а Турция газ не покупает. Давайте уже посмотрим на то, как закончится вся эта история с Северным потоком. Ну, будем следить, будем наблюдать и будем обсуждать. Давайте перейдем к следующей теме. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам, которое было опубликовано вчера вечером, заявил, что ему очень важно мнение украинцев по поводу Будапештского меморандума, и поэтому эта тема вынесена на все украинские опросы. Зеленский выразил убеждение, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. На вопрос, что будет делать дальше президент после получения ответа от украинцев по поводу этого меморандума, он ответил следующее. Це комплексна робота, якою я займаюсь. Я на сьогодні займаюсь тим, щоб відродити повністю державу Україну самостійно, обороноздатну. Тому у нас не випадково з'являються військово-морські бази, не випадково я підписую стратегічні договори, яких не було і близько у держави Україна. На жаль, я підписую з Британією, з Туреччиною. Я хочу ще з декількома країнами це зробити. Тому я вам не можу сказати всю мою стратегію. Я вважаю, що Україна в Європі повинна бути дуже сильною. Я вважаю, що наш флот повинен бути дуже міцним. І тому це частина цієї стратегії. Я впевнений, що всі підписані меморандуми і договори повинні виконуватися. І впевнений, якщо вони не виконуються, Україна не повинна постійно стучати в двері і кричати: як так? Не виконується. Я вважаю дуже просто. Не виконується. Ми маємо право тоді робити, як ми вважаємо. Будапештский меморандум – это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 5 декабря 1994 года между Россией, Великобританией, Соединенными Штатами и Украиной. Давайте вместе сейчас послушаем, что предусматривает положение этого документа. Поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. Утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності, політичної незалежності України. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі статутом ООН. Утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги. Домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили їхніх союзників. Проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Пане Юрию, как вы считаете, есть ли сегодня смысл возвращаться к Будапештскому меморандуму, и как мы можем использовать этот документ на пути политико-дипломатического решения возвращения наших территорий? Выполняется. Совет Безопасности ООН рассматривает ситуацию в Украине. Рассматривает. Генассамблея ООН принимает соответствующие резолюции. Принимает. То есть вот только что, да, там зачитывали пункты. Работает. Да, при этом в Совете Безопасности ООН есть государство, которое нарушило все взятые на себя обязательства и стало государством-агрессором по отношению к Украине. Но в меморандуме нигде не сказано, что за нас будут воевать с подобным государством.
Поэтому зачастую вот эти нормы, которые были прописаны в меморандуме, начинают трактоваться некоторыми политиками не с точки зрения того, что там написано, а как хотелось бы. А это уже манипуляция. Ну, то есть страны-подписанты Будапештского меморандума, они и так поддерживают нашу территориальную целостность, а согласно положениям они... Ага. Заявления, они говорят, что никогда не признают оккупацию Крыма, что Крым — это территория Украины, такое она остается в их понимании. Они никогда не поддержат зазыхание России на украинских территориях. Те обязательства, которые они на себя взяли, они выполняют. Они нам помогают, они оказывают нам военную помощь, например, Соединенные Штаты. Причем это реальная военная помощь. Угу. Хотелось бы больше. Ну, конечно, всегда хочется больше, особенно в условиях войны. Ну тогда что может делать Украина в этом вопросе? Вот вы упомянули Совет Безопасности ООН. Может тогда стоит Украине инициировать или предлагать рассмотреть этот вопрос, реформировать Совет Безопасности ООН, потому что там есть страна, как вы отметили, агрессор, Российская Федерация, при этом она имеет там право вето, а при этом она еще избирается в Совет Безопасности по правам человека. Гульсон, понимаете, это разговор очень уже старый и длинный. То есть то, что Совет Безопасности ООН уже не выполняет ожидаемых от него задач и действий, разговор идет очень давно. Как на практике реализовать, чтобы изменилась эта ситуация? Ну, об этом многие государства думают, пытаются что-то делать, пока ничего не получается. Россию такая ситуация устраивает, и она будет делать все для того, чтобы ситуация с Советом Безопасности ООН осталась такой, какой она есть на сегодняшний день. А что надо делать Украине? Ну, Украине в первую очередь надо очень четко формировать свою внутреннюю политику и продолжать ее во внешней политике, в вопросах построения взаимоотношений с государством-агрессором и по отношению к оккупированным территориям. Вот проблема в том, что у нас этого нет. Мы объективно, имея на это полное право, как государство, пострадавшее от вооруженной агрессии, обращаемся к мировому сообществу за помощью, но в то же время продолжаем торговать с Российской Федерацией, продолжаем поддерживать с ней дипломатические отношения. Транспорт у нас продолжает, не весь, правда, но тем не менее ходить через российско-украинскую границу. Может, нам с этого стоит начать? И тогда уже говорить международному сообществу: ребят, ну смотрите, самая длинная граница Украины закрыта, а тот, кто виновен в этом, сидит в Совете Безопасности ООН и пользуется правом вето. Может, тогда голос Украины будет лучше слышен? Но мы почему-то по этому пути, к сожалению, не идем. Ну, уже прошло 6 лет, а мы видим, как торговля, к сожалению, с Российской Федерацией продолжается. Да. А что с этим делать? Вот как вы думаете, нужна просто политическая воля руководства Украины? Да, принимаются решения о прекращении экономических отношений. Предложения эти во власть выносились уже неоднократно. Ну, пока что оказывается так, что выгода, которую получают отдельные президенты Украины, которые считают торговлю с Россией, имеет больше влияния на то, чтобы эта торговля продолжилась. По сути, подобные отношения, они провоцируют развитие экономического коллаборационизма в Украине, а это очень плохо. Ну вот недавно президент Владимир Зеленский, вы знаете, инициировал всенародный опрос, и вот во втором вопросе он спрашивает у украинцев, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на Донбассе. Вот что вы думаете по этому поводу? Мы уже 6 лет говорим о том, что свободную экономическую зону в Крыму нужно отменять. С этим требованием выходили активисты гражданской блокады Крыма в 2015 году. К сожалению, до сих пор этот закон УСЭС по Крыму не отменили, а тут еще и сейчас мы слышим предложение о введении СС на Донбассе. Ну, вы понимаете, задача президента — показывать пример выполнению действующего законодательства и норм Конституции. К сожалению, в очередной раз мы видим то, что президент не очень озабочен тем и озадачен, чтобы этот пример выполнения действующего законодательства показывал.
Подобные вопросы в день голосования, они антизаконны. Об этом много уже говорилось, много писалось, думаю, нет смысла даже и повторяться. Вопрос свободной экономической зоны на территории ОРДЛО, ну, есть уже пример Крыма, который негативный. Наверное, стоило бы вначале изучить этот пример, чтобы дальше не заниматься, мягко скажем, глупостями. Но, к сожалению, видно, опять же, мы начинаем очередной тур вальса на тех же граблях. Экономические интересы отдельных резидентов Украины берут верх над логикой обеспечения национальной безопасности. Спасибо большое. По этой инициативе. Дуже дякую вам, спасибо большое. Юрій Смілянський, експерт з питань тимчасово окупованих територій, був з нами на прямому зв'язку. А зараз підключається к нашій бесіді Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот президент Украины, вы, наверное, слушали его последнее интервью, и он там выразился относительно Будапештского меморандума. Он сказал, что ему важно мнение украинцев, и он сказал, что все подписанные меморандумы и договоры должны все же выполняться и так далее. Вот как вы думаете, есть ли сегодня вообще смысл возвращаться к Будапештскому меморандуму, поднимать его, и как мы можем использовать этот документ в нашем политико-дипломатическом пути возвращения территории? Но в любом случае, к любому документу обращаться, с одной стороны, имеет смысл, но с другой стороны, надо четко себе представлять, что такое, каким типом документов является меморандум. Меморандум – это фиксация позиций. Меморандум не содержит практических обязательств, то есть каких-либо практических шагов в случае его нарушения. Он не может, потому что это просто фиксация позиций. В идеале после меморандума должна была разрабатываться договорная база на его основе, которая бы раскрывала положение. Ее нету. Соответственно, Будапештский меморандум при этом, ну, как бы вам сказать, это очень хорошая сказка для легковерных. То есть и значительная часть населения Украины, она, к моему глубокому сожалению, она все еще верит, что вот у нас по Будапештскому меморандуму есть какие-то сильные там союзники либо партнеры, которые за нас должны решать наши проблемы. Увы, это не так. Но поскольку сама тема Будапештского меморандума, она остается в публичном поле, она избирателю нравится, и исходя из задач, которые ставятся в этом опросе президента Зеленского, то есть это не формирование государственной политики, это решение тактических задач мобилизации на местные выборы, то есть само собой, что такая тема, она просто поднимается ради того, чтобы люди активизировались, хотя бы из-за этого вопроса пришли и сказали да или нет. Но, тем не менее, про Будапештский меморандум президент планирует спросить у украинцев в день проведения выборов в Украине 25 октября. Ну, окей, люди проголосуют, скажут да или нет, посчитают какие-то голоса, будут результаты. А вот что дальше? Как вы думаете, что будет? А дальше ничего. По одной простой причине, что в Будапештском меморандуме есть единственная, скажем так, норма, которая прописана, что государства могут делать, что они начинают консультации. Вот теперь давайте посмотрим, что у нас происходит. У нас консультации по линии США и Российской Федерации есть. У нас нормандский формат есть. Тогда Великобритания не включена. То есть фактически та же самая Россия может сказать, ну так, господа, мы Крым у вас украли, но мы же выполняем Будапештский меморандум, мы же начали консультации. Ну, также вот мы сейчас видим, что президент Зеленский планирует инициирует создание международной платформы по Крыму. Возможно, там страны-участники Будапештского меморандума будут присутствовать представители и обсуждать этот вопрос. Возможно, разрабатывать какие-то механизмы давления на Россию, учитывая, что все же мы понимаем, что присутствие ее там невозможно, и она не будет соглашаться участвовать на такой платформе. Ну, давайте так. Будапештский меморандум, еще раз, это формулировки. То есть к нему обращаться стоит. Надеяться, что сам документ будет работать, нет. И как раз инициатива по Крыму, по созданию группы государств, это напрямую, она не имеет отношения к Будапештскому меморандуму. Это инициатива как раз-таки практической политики. То есть необходимо оценить, какие государства могут включиться в работу вместе с Украиной в вопросах возврата Крыма, какие могут просто в лучших традициях европейской дипломатии выразить сожаление и глубокую обеспокоенность. Исходя из этого, работать с каждой из этих групп по-своему. Будапештский меморандум может быть в
документах такой группы одним из терминов, который упоминается, но надеяться на работу именно этого документа, но это, мягко говоря, иллюзии, достойные ребенка, который еще не пошел в школу. Спасибо вам большое. Агар Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, был с нами на прямой связи. А сейчас к нам подключается Богдан Бондаренко, эксперт з конституційного права. Пане Богдане, вітаю вас. Добрый день. Добрый вечер. Ну что ж, относительно платформы по деоккупации Крыма хотел с вами поговорить. Как вы думаете, в каком случае эта платформа будет эффективной? Может ли она разработать какие-то механизмы давления против Российской Федерации, тем самым вынудить ее сесть за стол переговоров по Крыму? Якщо коротко, не думаю. Якщо більш розгорнуто, власне, перша позиція в тому, що ми достатньо мало знаємо про цю кримську платформу. Тобто мова йде про те, що є певний формат. Цей формат запропонований президентом. Президент обговорював його з різними представниками, скажімо так, інших країн на рівні Великобританії, Туреччини, країн Європейського Союзу. Вони підтримали, за словами президента, цю ідею. І приблизно ця ідея сформульована таким чином, що це платформа, майданчик для координації зусиль. Тобто мова йде про те, що це, по суті, площадка. Який механізм вона пропонує, яка його кінцева мета, які засоби будуть використовуватися для досягнення цієї кінцевої мети, поки що невідомо. Тому, якщо нам це все невідомо, говорити про потенційну ефективність цієї платформи достатньо важко. Ну а вот в каком случае, в каком формате эта платформа может существовать, по-вашему, и какие она вопросы все же может решать? Понятно, мы не знаем, пока что нам не сказали, как она будет выглядеть, но какой бы это был идеальный вариант, по-вашему? Ідеальний варіант: Російська Федерація виходить, складає лапки і каже: вибачте, ми були неправі, ось вам Крим, ось вам репарації, ось, власне, повертаємо частину окупованої території, і взагалі ми вирішили розпастися на величезну кількість інших республік. Але цей варіант навіть не ідеальний, а неймовірно утопічний, тому цього не відбудеться. Далі, якщо ми говоримо про те, знову-таки, якийсь модель, якусь хорошу для цієї платформи можна було б говорити, якби ми розуміли питання мети. Якщо ми кажемо, що мета – це є повернення Криму сьогодні, то для цього нам треба або військовим шляхом, або дипломатичним Російську Федерацію змусити його віддати. Військовим шляхом це неможливо на сьогодні в силу великої кількості об'єктивних причин. Стосовно дипломатії, тут виникають запитання, пов'язані з тим, що, по-перше, за попередні 6 років, власне, цього не вдалося зробити, і дуже важко придумати щось нове після того, як Російська Федерація 6 років впевнено робить вигляд, що все окей і нічого не відбулося, так і мало бути. З іншої сторони, сьогоднішній геополітичний порядок, він не дає нам можливості говорити про те, що країни Європейського Союзу, зокрема, або навіть Туреччина, будуть дуже сильно виступати проти Російської Федерації. Тому що поза Кримом, Донецьком, Луганськом, тобто українськими проблемами, у них є багато інших питань. Зокрема, Сполучені Штати, Китай, питання Близького Сходу, це ті Північної Африки, це ті точки, в яких вони мають різні інтереси, часом вони збігаються. І тому вони грають якби по різним питанням дуже широко. В країнах Європейського Союзу є проблема пов'язана з тим, що порядок, який був запроваджений після Другої світової війни, а саме порядок наявності колективного Заходу у вигляді країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів, він після приходу Трампа ламається. І ЄС треба шукати іншого союзника для того, щоб якимось чином балансувати. І вони частково дивляться і бачать в цьому Російську Федерацію. Тому наші проблеми достатньо є серйозними для того, щоб говорити про безумовну підтримку всіх країн, які, наприклад, пан Зеленський запрошує до цієї платформи. Я повторююсь, мабуть, говорив в межах вашого ефіру, але все одно повторюся, що якщо говорити про якісь дієві заходи, які можливо було б застосувати по відношенню до Криму, на мою думку, країни, які підтримують санкційний режим, і країни, які готові долучитися до Кримської платформи, могли б в межах цієї платформи розробити спільний механізм, який би дозволяв повідомляти про обходження
окремими фізичними і юридичними особами санкційного режиму і порушення українського законодавства, зокрема проведення господарської діяльності на території окупованого півострову, щоб потім за певним єдиним механізмом ця вся інформація ставала відома, і країна, безпосередньо до якої юрисдикції відноситься та чи інша фізична юридична особа, швидшому порядку та застосовувала до неї відповідні санкції. Це мало б насправді, скоріш за все, ефект, який практично можна було б виміряти. І він був би якраз частковим одним із етапів в процесі деокупації. Проте, так чи інакше, всі ці речі можна обговорювати лише в умовах наявності якоїсь єдиної концепції, яка полягала в тому, що ось ми розраховуємо, що Крим ми повернемо за таких умов. Умова перша, друга, третя. І для цього ми робимо там різні заходи. Поки що з цією концепцією не дуже. Понятно, что Украина придерживается политико-дипломатического пути возвращения своих территорий. Вот если военный сценарий возвращения наших территорий нереалистичен, а если вообще такой положительный прецедент новейшей истории за последние 100 лет хотя бы, чтобы та или иная территория, которая была оккупирована страной-агрессором, была возвращена в результате дипломатической борьбы? Я думаю, що, по-перше, прикладів військових конфліктів, які мали місце за останні 70 років в світі, нараховують чи 40, чи 42. Так чи інакше, ці конфлікти закінчувалися шляхом переговорів, тобто дипломатично. Проте до цього моменту дипломатичних переговорів підштовхували абсолютно різні обставини. Деякі були військові та прямі інтервенції, які повертали там назад частину території або навпаки окуповували їх дуже сильно. Або, власне, це просто була така якась затяжна опозиційна історія, яку якось розрулювали і робили вигляд, що все гаразд. Тобто до певного моменту у нас вважалося, що конфлікт там на Горному Карабасі, він не вирішений, але заморожений. До певного моменту вважалося, що скажімо, прикордонні сутички в Гімалаях – це теж, в принципі, історія відносно вичерпана, і тому подібне. Тому дипломатичні приклади, я не знаю, чи можна якийсь конфлікт порівнювати з іншим, вони всі різні, мають свою специфіку етнічну, релігійну, культурну, історичну, політичну, економічну, соціальну, тощо. Але прикладів дипломатичного повернення, слухайте, коли Радянський Союз розпався, власне, прикладів різних скажімо так, не визвольних, а простіше самоідентифікаційних рухів на теренах попередніх республік було багато. Ситуація навколо НДР – це теж, в принципі, частково вважалося окупацією Радянським Союзом Німеччини. Тому, такі приклади є, такі були, але це залежить сильно від обстановки, яка буде знаходитись навколо Російської Федерації. Поки що ми вимушені констатувати, що вся наша тактика на рівні держави полягає в тому, що от Російська Федерація, з нею щось трапиться, розпадеться, Путіна помре, я не знаю, будь-що, що хочете, підставляєте, і в той момент ми скористаємося цим люфтом можливостей. Проблема полягає в тому, що для того, щоб цим люфтом можливостей скористатися, треба готувати відповідну базу. Як правову, економічну, так насправді і військову. Давайте обсудим еще с вами Донбасс. Там перемирие нарушается. За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщается в штабе ООС. Вот что там говорят. Станом на 12-ту годину поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Так, близько 11-ї години противник застосував стрілецьку зброю неподалік Шумів. На ворожу провокацію українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає. Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк заявил, что Российская Федерация уже почти 3 месяца блокирует конструктивную работу в рамках трехсторонней контактной группы в Минске, требуя от Украины имплементации политических положений минских договоренностей и не выполнив при этом предусмотренных Минском безопасности обязательств. Вот что он сказал.
Ми щотижня слухаємо в цій залі заяви делегації Російської Федерації, у яких російська сторона намагається звинуватити Україну у нібито невиконанні політичних положень мінських домовленостей. Однак насправді саме російська сторона продовжує блокувати роботу політичної робочої групи, тристоронньої контактної групи вже майже 3 місяці, перешкоджаючи будь-якому обговоренню практичних питань, що входять до її порядку денного, та заважаючи виконанню відповідних положень загальних узгоджених висновків Нормандського саміту у Парижі 2019 року. Мы видим, что режим прекращения огня нарушается практически ежедневно. Мы видим, что Российская Федерация блокирует какие-либо переговоры в рамках трехсторонней контактной группы, конструктивные переговоры в рамках ТКГ. Да? Вот как вам видится вот наша стратегия, по которой мы сегодня движемся по Донбассу? Она вообще есть? Она правильная, верная? Или же что-то нужно менять все же в этом вопросе? Якщо я не помиляюся, у 2019 році, а саме в кінці травня 2019 року, на початку червня, пані прес-секретар президента заявила, що не пізніше 19 червня 2019 року буде опублікована публічно дорожня карта припинення вогню в Донецькій і Луганській області. Угу. Це було прекрасне формулювання, враховуючи, що вона його не порушила після 19 червня 2019 року. Да, Вона там казала, може що розтягнутися на це безконечно. може бути так, в 2048-му. Проте питання полягає ж не в тому. Дійсно, була поставлена дата 19 червня, і, власне, з цього моменту ми зараз можемо говорити, що минуло 1 рік, 4 місяці та 4 дні. І цієї дорожньої карти не було опубліковано. Що це означає? Я взагалі не впевнений, що така дорожня карта мала б публікуватися. Я не вважаю, що це документ, який має бути публічним. Дивлячись, залежить від того, який його зміст. Якщо це інфографіки, таблички, якісь там картинки, то в цілому можна було публікувати. Але якщо мова йде про стратегічний документ, то його публікувати і не варто було. Але я чому згадав цю подію? У нас буквально минутка, пане Богдане. В той момент якраз і говорили про те, що треба якісь бачення, так? Після того говорили, що є певне бачення, і воно було реалізовано насправді 12 липня на зустрічі політичних радників, після чого обмінились і обміни 35 на 35, і часткове розведення, і зустріч в нормандському форматі. Але тоді вже говорили, що якщо це не вдасться, країні буде презентований план Б. І пан Пристайко, який в той момент був очільником Міністерства закордонних справ, згадував кіпрський сценарій. Поки що ми плану Б не побачили. Відповідно, особливо мені говорити про наявність цілісної стратегії важко. Проте, я вимушений допускати, що помиляюся, так, і, власне, можливо, ця стратегія є десь, просто вона настільки геніальна, що ми про неї не знаємо і не розуміємо. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Чохсагол, у нас Богдан Бондаренко був з нами на прямому зв'язку, експерт з конституційного права. Ну а я с вами прощаюсь, а вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом. Далее эфир нашего канала продолжает программа «Прайм Муждабаев», у которого в гостях будет народный депутат Украины фракции «Слуга народа» Лиза Ясько. Не пропустите, Коршкенчик.